С раннего утра вокруг трехэтажного здания на пересечении улиц Киевская и Санова выставили оцепление. На вопросы зевак милиционеры не отвечают. Компании, ведущие свою деятельность в этом здании, в спешке выносят все имущество. Начался демонтаж. Процессом руководят лично управделами президента Каныбек Туманбаев и глава Госстроя Нурдан Урунтаев. Здание мурун салынгандан, союз учурунда салынгандан бери эч кандай капиталдык оңдоо иштер жүргүзүлгөн эмес. Биринчиден, экинчиден ошонун кесепетинен С момента постройки в этом здании не проводили капитальный ремонт. Здание находится в аварийном состоянии. Нам необходимо обеспечить безопасность людей. Убираем только второй и третий этажи. Бизнесмены на первом этаже выносят свои вещи, чтобы уберечь. Биринчи этажда болгон ишкерлер ок аттарын гана чыгарып атат, себеби ал өзүлөрүнүн ок аттары. Представители властей уверяют, что частных владельцев на первом этаже собственности никто лишать не будет. Мы делаем свою работу согласно закону. На территорию частников мы не заходили. Мы демонтируем только юридически оформленные второй и третий этажи. Первый этаж принадлежит частникам. Они сами примут решение, как им быть. Однако не все частники уверены, что им дадут самим принять решение. Владельцам помещений на первом этаже вчера отключили воду, а после того, как начнутся работы по демонтажу крыши, им и вовсе не удастся продолжить свою деятельность, заверяет одна из них. Сейчас хотят разбирать, департамент хочет разобрать крышу, как будут работать первые этажи, собственники первых этажей. Здесь все люди вложили очень огромные деньги. Мы, в частности, мои родители работали 30 лет, чтобы купить данное помещение. Первое уведомление о возможном сносе владельцам прислали еще 1,5 года назад. Многие из них были готовы сотрудничать и передать недвижимость, но только по рыночной цене. Сказали, что есть инвесторы турки, которые хотят построить здесь многомиллионный проект у них, вот типа Бишкек-парка, да? Нам взамен предложили договор, который не соответствовал реальности. То есть, получается, все юристы, куда мы обращались, они сказали, что этот договор ни о чем не говорит. Да? Ключевой аргумент Госстроя – сейсмостойкое здание не соответствует нормам. Экспертизы проводились Государственным институтом сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования. Результаты последние были готовы 20 февраля. В документе действительно указано, что технические и эксплуатационные качества конструкции снижены. Управделами, вынес приказ, который не соответствует действительности. Они там исказили само заключение. Они написали, в силу того, что согласно заключению Института сейсмостойкости данное здание является ветхим и аварийным, то оно подлежит сносу. То есть они практически внесли информацию, которая не соответствует действительности. По законодательству Кыргызстана и Конституции у нас частная собственность неприкосновенна, и снести могут только по судебному акту. Только по судебному акту. Удивляет владельцев имущества и тот факт, что снос начали ранним утром выходного дня. Они считают, что это тоже незаконно. Несмотря на то, что Госстрою все-таки удалось начать снос 2 верхних этажей, владельцы имущества на первом этаже намерены добиваться справедливости, но только законными способами. Валерий Жернаков, редакция «Апрель».